Мы некоторые итоги подвели за прошлый год на заключительном заседании Кабинета министров, но полный отчет о деятельности правительства, о достигнутых результатах, что мы делали в прошлом году, какие меры были реализованы для целей социально-экономического развития, в целях обеспечения безопасности, правопорядка, ну и других важнейших направлений мы к концу месяца, безусловно, опубликуем это. Есть о чем сказать, есть что еще необходимо и нужно сделать. Потенциал, разумеется, большой в этом плане, но хочу вас заверить о том, что текущий год начался с того, что мы с вами, так же, как и в предыдущий год, начинаем активно работать по важнейшим ключевым направлениям, среди которых самое главное – это поручение главы государства непосредственно в целях реализации посланию президента республики. Еще раз хочу напомнить, есть сроки по поручению президента, они у нас самые крайние сроки – это полугодие 2026 года по некоторым позициям, по некоторым чуть раньше. Важнейшим направлением, которое было обозначено в послании, это меры социальной поддержки, улучшения жилищных условий молодым семьям, нашим гражданам. И в этой связи было предложено президентом в кратчайшие сроки проработать вопрос по консолидации средств двух программ «Жилище 26-28» и, соответственно, программу, которая реализовывается через фонд репатриации. Важным аспектом является еще проработать вопрос, в том числе меры социальной поддержки при рождении детей в сельской местности. Ключевым важнейшим направлением остается в социальной сфере, это, разумеется, постоянный мониторинг, анализ возможностей по индексации размера всех социальных выплат. В послании президента об этом тоже было сказано, о том, что до конца года довести при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Мы в декабре месяце с вами инициативу фонда соцстраха поддержали, с 28 до 35 подняли, и это очень важно дальше продолжить. До конца года в обязательном порядке мы должны достигнуть этого уровня в 50 тысяч рублей на ребенка для работающих родителей. Но это нас не должно останавливать, это не предел, не порог, программа улучшения жилищных условий наших граждан. Вот, как и репатриантов, так и непосредственно граждан республики и лиц, которые стоят в очереди на получение жилья по приоритетным категориям нашим. Эта программа тоже будет иметь статус государственной. Прошу вас, коллеги, оперативно включиться, критерии определить и сразу начинать работать в этом направлении и достигать нашу главную цель, естественно, это улучшение качества жизни, обеспечение безопасности нашего населения.